Что интересует современных студентов? Сколько выпускников трудоустраивается после учебы по специальности? Как цифровизация изменит систему вузовского образования? Об этом в канун студенческого праздника Татьяниного дня мы поговорим с Анатолием Николаевым, ректором СФУ имени Максима Амосова. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. На днях вы завели страничку в Инстаграме, чтобы быть ближе к студентам, чтобы с ними общаться. Вот сколько уже у вас подписчиков, как комментируют студенты? Буквально я очень, можно сказать, молодой подписчик Инстаграма, где-то сейчас чуть больше 1000 в Инстаграме, да. И в Фейсбуке где-то почти 2500 друзей. Да, я новичок в этом плане, да, но, конечно, в век цифровизации невозможно работать без выхода через вот эти вот социальные сети и так далее. Вы меня поняли, да? Конечно, это очень вот такой хороший канал для общения с людьми. Там бывают вопросы, я стараюсь ответить, но пока еще в силу занятости и становления вот нового направления в университете пока не успеваю, но стараюсь. В основном для ответов на вопросы. Да, для ответов на вопросы. А вот президент страны в послании Федеральному собранию предложил увеличить количество бюджетных мест в региональных университетах. Как вот у нас будет вестись работа в этом направлении? Это очень нас увеличение бюджета мест обрадовало, да, но от этого зависит полностью и финансирование университета, да, и это штатные места. Но, конечно, тут нужно сделать как хороший анализ, да, какие кадры востребованы. Да, и поэтому, если будет вот заказ именно по педкадрам, по медицинским кадрам, да, и кадрам для инженерных специальностей, да, было бы очень хорошо. Потому что ежегодно мы по педкадрам и по медицинским не закрываем вакантные места, которые востребованы в республике и макрорегионе в целом. А вообще планируется одинаково распределить по факультетам эти места или где-то будет больше, где-то меньше? Конечно, где-то будет больше, где-то меньше, потому что, например, тот же психолог, может быть, их не очень много востребовано, да, а медицинские кадры, например, востребованы где-то почти 500, а мы выпускаем намного меньше. А если взять целый макрорегион, мы где-то только 30% по макрорегиону покрываем вакантные места. И, конечно, увеличение по медицинским кадрам, увеличение кадров для цифровой экономики, да, и сейчас очень актуальна цифровая безопасность и так далее. А вообще, насколько готов вуз к таким изменениям? Мы готовы. Самое главное, коллектив готов к этому. Уже новые технологии по цифровым мы уже внедряем в наши учебные программы. Конечно, это не только оснащение наших кабинетов и так далее. С махом волшебной палочки сейчас взял и все кабинеты оснастил компьютерами и так далее. Такого не бывает. Но самое главное, мировоззрение нашего коллектива меняется. Все готовы к этим изменениям. Я могу вот так вот сказать. Вот с внедрением цифровизации как изменилось и меняется образование? Возможностей стало больше, да, сейчас уже в прошлом году, не очень большая цифра, первый вот такой онлайн-курс мы внедрили, и уже больше 200 студентов прошли его по этому курсу. Сейчас онлайн-образование вообще внедряется в целом по стране. Летом, когда был на острове, да, в Сколтехе, да, там мы заключили договор, меморандум с ОСИ, с НТИ, и сейчас новая форма университета, сейчас 2035, с ними тоже заключили меморандум, да, и начинаем совместно с ними работать. А вот те, кто получает образование через онлайн, они в основном жители республики или есть кто-то из других городов, студенты? Я бы не сказал, что полностью в онлайн мы ушли. Да, вот 30 августа прошлого года, когда традиционная встреча с активом университета была, да, я сказал, что где-то от 10 до 20% наших образовательных программ мы должны вести в онлайн-режиме. Это тем самым мы освобождаем время для другой деятельности. Это занятия наукой, договорными работами, да, улучшение наших учебных программ и так далее. А если полностью ввести онлайн-курс, то тут, как палка о двух концах, мы должны еще контролировать качество обучения. Например, если мы просто все в онлайн пустим, а вдруг это получится как на самотек, мы же не знаем, с той стороны экрана студент хорошо ли изучает или нехорошо изучает. Тут очень важно еще делать какие-то моменты для проверки оценочных знаний, остаточных знаний. И вот в этом плане у нас уже разрабатываем некоторые моменты, да, чтобы, вот, например, лекцию изучил, пока не сдаст вот эту лекцию, да, по каким-то там проверочным знаниями, да, вторая не открывает. Вот в таком плане такие подходы мы применяем.
А вот слушатели таких лекций, они, как правило, кто? Они жители районов или горожане? Сейчас очень актуально это становится для дальних улусов и так далее, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что приезд в Якутск с северных улусов где-то доходит до 30 и даже больше тысяч рублей в одну сторону. А онлайн образование, наверное, облегчит вот это вот получение знаний. Сейчас мы очень планомерно работаем над получением вот дополнительного образования. Да. Сейчас есть наш проект обучения через всю жизнь, да, и повышение квалификации и так далее. И буквально вчера провел тоже совещание по году цифры у себя, да, и там СИНПО поговорил, кто у нас ведет дополнительный курс образования, да, чтобы они больше внедряли именно по повышению квалификации вот онлайн-курс. Это целый пласт работы, но с другой стороны это требует очень большого изменения себя, потому что все-таки мы, большинство преподавателей еще того времени, да, когда вот просто лекция, практические занятия, да, лабораторные занятия, это было классикой, да, а применение новых методов как-то, можно сказать, с недоверием маленьким, можно сказать, относятся к этому, да, но уже тенденция идет к применению вот новых технологий и так далее. И сейчас, в принципе, коллектив уже морально готов, и мы готовы сделать следующий шаг. Ну, это самое главное. А вот насколько конкурентоспособны выпускники? Выпускники федерального университета, можно сказать, довольно-таки хорошего качества. Можно сказать то, что после нашего бакалавриата, если даже уезжать в другое место поступать на магистратуру, то мы даже от ректоров тех вузов получаем благодарственные письма о том, что у нас очень хороший уровень знаний мы даем, да, но это сторонние люди не заинтересованные, да, и получается, что мы сами себя не хвалим, а хвалят наших студентов, да, поэтому мы уровень довольно-таки хороший даем. А как часто трудоустраиваются именно по специальности? По специальности буквально я бы хотел остановиться то, что опять же медицинским кадрам, да, они 100% почти трудоустраиваются. По педкадрам тоже довольно-таки большой процент трудоустройства. И получается, что, конечно же, у нас остается открытым вопрос трудоустройства в сельской местности. Потому что там, конечно, нужно улучшать и социальные условия, да, и, конечно, за 4-5 лет студент привыкает к городской жизни, да, и максимально хотят остаться в городе, да, но предыдущий ректор Евгений Сянов придумал очень хорошее мероприятие, да, это ежегодная встреча с главами улусов. Вот эту традицию мы будем продолжать, и прямо с главой улуса выпускники этого года с того улуса или заинтересованные студенты, которые хотят поехать в тот улус, приезжать, и ежегодная вот такая встреча с каждым улусом у нас проводится. И там спрашивают, какие социальные условия, какая работа, какие вакансии в том или ином улусе, да, и целенаправленно мы стараемся туда отправлять. Ну, главное, чтобы работа нравилась. Да, самое главное вот это. И сейчас вот на первый вопрос я хотел вернуться, да, то, что насколько вот студент другой при поступлении, да, раньше мы, например, поступали, как поступим, да, и потом уже начинаем думать, где же будем работать. А сейчас студент такой, что сразу начинает спрашивать, а сколько мы будем зарабатывать? Очень правильный вопрос. В той или иной специальности, да, иногда приемная компания, ну, вначале входила, нет, выражение в ступор, да, как член приемной компании может ответить через 5 лет, какую зарплату он будет получить. Но, с другой стороны, мы готовы ответить на то, что те или иные специальности, как востребованы, куда они будут трудоустраиваться, какие компании они могут поехать. Да? И сейчас у нас обучение ведется как практикоориентированное обучение. Да? И уже со студенческой скамьи уже наши студенты проходят практики примерно на тех же предприятиях, куда они пойдут работать. Сейчас мы уже работаем с коллективом над тем, чтобы, я уже в этом году сказал, будем только пока думать, готовиться, да, потому что у нас очень предстоит большая аккредитация государственная, да, и таких таких кардинальных изменений я пока не стал делать, да, но уже думаю, в следующем году уже будем подходить к индивидуальной траектории каждого студента. Вот сейчас у нас новый министр Фальков, это бывший ректор, ну, до недавнего времени был ректор Тюменского госуниверситета, они уже в сентябре этого года полностью пришли на индивидуальную траекторию каждого студента. То есть каждый студент выбирает отдельную траекторию,
выбирает базовые курсы, выбирает отдельные курсы. То есть даже я, поступая на одну и ту же группу с тем же студентом, да, у меня образовательный курс, образовательная траектория будет разная. Даже вот когда я в одном из совещаний с проректором того университета общался, да, она сказала, что даже внутри одного курса у них траектории разные. То есть какой-то базовый курс, например, химии. Вот химия у меня одна, а у другого, который пойдет в другое предприятие, химия чуть-чуть другая. То есть вот такой индивидуальный подход, это только усилит востребованность наших студентов, да, и потихоньку мы изживаем вопрос, то, что вы отправляете нам студентов не того качества, нам приходится их переучивать, но когда уже работодатель уже полностью внедряется или вместе с нами готовит образовательные программы, это уже сошло на нет. Это очень хороший момент. Да, и получается, мы уже практикоориентированы, уже готовым к работе студента выпускаем. Но у вас также есть профориентация. Вот как вы школьникам помогаете определиться с будущей профессией? Ну, сейчас очень много мероприятий по профориентации мы уже проводим. Да. У нас в прошлом году мы открыли Дом научной коллаборации Никиты Гавриловича Соломонова. И очень все курсы буквально завалены школьниками, да, и там молекулярно-генетические, там биотехнологические и так далее. Вот такие курсы мы постоянно проводим. Повышение квалификации проводим. У нас имеется студенческий образовательный округ. Вот завтра с ними, у меня есть тоже планы встретиться со слушателями вот этого университетского округа. Там уже больше 100 школ, не только из Якутии, встречаемся, да. И, конечно же, школьникам мы помогаем еще не только в рамках Дома научной коллаборации, да, многие наши преподаватели в рамках кванториумов, в рамках Малой академии наук, да, вот в Актемцах, да, и потом выезжая как руководители в рамках шага будущего, тоже мы используем все моменты, все мероприятия для того, чтобы привлечь к нам школьников. То же самое Северо-Восточная олимпиада школьников, тоже вчера мне тоже доклад делали, что больше 20 тысяч участников не только из нашего региона, только для того, чтобы поступить к нам. Анатолий Николаевич, и также наш университет активно участвует в национальных проектах наука, образование, цифровая экономика, здравоохранение. Что уже реализовано и над чем сейчас предстоит поработать? Ну, сейчас я уже чуть-чуть повторюсь, да, что да, тот же Дом научной коллаборации, это в рамках нас проекта образования, успех каждого ребенка мы открыли, да, в рамках проекта наука. Сейчас уже вышел указ главы Республики Сергеевича Николаева, да, что мы готовим НОЦ под названием «Север» и будем уже ближе к лету уже вот это вот, ну, где-то в марте уже подавать заявку. Полностью рабочая группа создана. А насчет других нас проектов, тот же нас проект «Экология», «Демография», нас проект «Здравоохранение», тоже мы работаем. Ну, по нас проекту здравоохранения у нас не только образование и наука, но мы еще целенаправленно готовим кадры, и у нас очень большая мечта построить УЛК мединститута, да, над которым мы очень все работаем, да, и находим очень хорошую поддержку в руководстве нашей республики, да, есть понимание федеральных министерств, да, ну и надеемся, что в ближайшее время мы вот это вот реализуем. Ну, вы недавно участвовали в открытии международной зимней арктической школы в Харбине. О чем там шла речь? Вот как все прошло, расскажите. Ну, сейчас не только арктические страны, но и страны Азиатско-Тихоокеанского региона интересуются Арктикой. Да, все-таки это Китай, их лидер сказал насчет шелкового пути, да, и потом еще сказал насчет ледового шелкового пути. Это вот имеется в виду Северный морской путь. Это и в целом изменение климата, изменение вообще экосистем, изменение экономики и так далее полностью их интересует. Насчет Харбина, мы очень хорошо дружим с Харбинским политехом. Это один из сильных университетов не только в Китае, но и в мире. Да. И у нас в прошлом году мы там открыли наше представительство, и при помощи этого представительства уже за прошлый год поступило уже 300 наших студентов там в магистратуру. Да. И очень надеюсь, что эти связи мы только расширим. И в рамках АТУРК, я вот как раз один из первых вот таких интервью, актуальное интервью давал про АТУРК, это Ассоциация технических университетов России и Китая. В рамках вот этого тоже мы реализуем некоторые проекты. И как раз площадка Арктики тоже стала вот одним из вот таких хороших площадок, которые мы являемся одним из основных исполнителей.
И поэтому, можно сказать, ежегодно езжу вот именно по открытию зимней школы. Летом была летняя школа, и там я проводил курсы по Арктике, читал лекции. Ну, не на русском. Ну, есть, конечно, нюансы, да, но очень интересно. Ну, 25 января Татьянин день, праздник всех студентов. Вы можете обратиться к бывшим, нынешним и будущим студентам с поздравлениями. Ну, конечно, это студенчество – это очень яркая пора для каждого человека, который прошел вот этот путь. Да. Всем желаю успехов, чтобы все додуманное получилось. И самое главное – счастье. Анатолий Николаевич, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью с Анатолием Николаевым, ректором СВФУ имени Максима Амосова. Оставайтесь с нами.